Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Федерация профсоюзов Якутии на 26-й отчетно-выборной конференции подвела итоги пятилетней работы и определила задачи на следующую пятилетку. Что было главным за это время, что удалось достигнуть и за какие сейчас волнуют задачи профсоюза, мы обсудим с председателем Федерации профсоюзов Якутии Николаем Дегтяревым. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Для начала назовите главные достижения профсоюзов нашей республики за прошедшие 5 лет. Сразу сказать еще раз добрый день, уважаемые телезрители. Сразу говорить, что это достигнуто профсоюзами достаточно будет сложно. В любом случае мы свои цели достигаем совместными усилиями с нашими социальными партнерами, поэтому это общие достижения. Но прежде всего хочу сказать, что за прошедшие годы одним из самых достижений профсоюзов страны, можно сказать, принятие решения Конституционного суда о невключении минимального размера оплаты труда в районных коэффициентов и северных надбавок. Это достаточно серьезные изменения. В целом, вы знаете, по инициативе уже по обращению профсоюзов, по решению президента страны, также были внесены существенные изменения вообще в закон о минимальном размере оплаты труда, что оно должно быть не ниже правительственного минимума трудоспособного населения. Но в целом, конечно же, за пятилетние произошли достаточно много изменений, в том числе достаточно сложные кризисные ситуации в экономике, которые, опять же, сложности возникли у простых рабочих. Но хочу сказать, что совместными усилиями и правительства Республики Саха-Якутия, и профсоюзам, и работодателям нам удается, если в предыдущие годы мы не достигали роста реальной заработной платы, то все-таки мы пока в настоящее время, даже при ситуации пандемии, мы это удерживаем. А можно ли говорить о том, что на сегодня профсоюзное движение претерпевает какие-либо изменения? Отмечается ли увеличение или, наоборот, уменьшение количества членов профсоюзов? И с чем это вы можете связать? Хочу отметить, не только у нас по стране, да и в целом мире, к сожалению, количество членства профсоюзов снижается. Но если взять в частности нашу республику, то снижение непосредственно связано с большими сокращениями бюджетной и хозяйственной структурах, реорганизацией организаций, поэтому все-таки падение у нас есть. Но если в сравнении с другими регионами Дальневосточного федерального округа или других регионов Российской Федерации, все-таки у нас снижение не столь значимые. Как я уже говорил, сопоставление всегда идет, когда идет сокращение численности работающего населения. Вот на этот уровень, конечно же, у нас снижается. За последние 5 лет в сфере социально-трудовых отношений произошел ряд событий, которые потребовали вмешательства профсоюзов республики. Скажите, всегда ли удается добиться нужных для профсоюзов результатов или все-таки чаще важнее идти на какие-то компромиссы? Хочу отметить, что за прошедшие 5 лет мы уже подписали и реализовали первое соглашение на трехгодичный срок, и уже в этом году подписали новое трехгодичное соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством Республики Саха-Якутия. Ежегодно мы подводим итоги исполнения данного соглашения. Хочу отметить, за все годы результат был эффективный. Это более 70% реализации всех пунктов соглашений. Конечно же, можно ответить и в целом как раз политика оплаты труда. И можно также отметить и 18-19 год, когда были, правительство Республики Саха-Якутия принимается оптимизация бюджетных расходов. В части этого, конечно же, планировалось достаточно серьезное сокращение штатных единиц бюджетных
сфере. Но благодаря, опять же, совместной работе и благодаря решению главы Республики Саха-Якутия об отмене 202 постановления мы все-таки добились существенного уменьшения. И сейчас вот как раз эта работа проводится в согласии с муниципальным образованием. Но не секрет, что за последние годы меняется восприятие и понимание профсоюзной работы. Если раньше от профсоюзов больше ожидали какой-то материальной поддержки, то теперь профсоюзы воспринимаются как защитники трудовых прав и интересов и представители в различных инстанциях. На какую помощь сейчас может рассчитывать от профсоюзов рядовой член профсоюза? Но, вы знаете, все-таки на уровне первичных профсоюзных организаций, конечно же, при оказании члена профсоюза трудной жизненной ситуации в любом случае материальная помощь оказывается. Но если в целом взять вышестоящие профсоюзы, да, ну и вот в частности Федерации профсоюзов, конечно же, это у нас защита социально-трудовых прав. Ну, как я сказал, в целом не только профсоюзов, но и мы представляем трудящиеся. Это регулирование социально-трудовых отношений. Поэтому здесь в действительности, как вы отметили, меняется суть деятельности профсоюзов. Ну и тем более сейчас совсем другие. Вот в связи с этой пандемией, наверное, мир уже не будет прежним, и мы должны идти в ногу со временем и уже принимать новые решения, подходы в защите прав и интересов трудящихся. Вот если говорить о новых решениях, прошла 26-я отчетно-выборная конференция. Какие основные направления работы вы наметили на следующие 5 лет? Ну, конечно же, прежде всего, это защита интересов трудящихся в период пандемии. Мы очень плодотворно, совместно проработали по принятию закона об удаленке. Ну, сейчас пока у нас в законодательстве нет понятия удаленки, у нас дистанционная работа была, и как раз 25-26 ноября в Государственной Думе будет рассмотрен данный законопроект. Здесь, конечно же, большая роль отводится профсоюзам в принятии данного решения. И вот с партией власти, с Единой Россией совместная работа была проведена. Ну и сейчас, конечно же, чтобы не нарушались права граждан при такой работе, это, конечно же, первостепенная задача, но на самом-то деле надеюсь, что это приходящее и уходящее, но для нас защита вот как раз трудового законодательства остается одним из главных. Буквально вот вчера мы обсуждали принятие нового законопроекта о новых подходах по минимальному размеру оплаты труда, по расчету прожиточного минимума, вообще новая концепция. И, конечно же, в целом вот, на уровне Российской трехсторонней комиссии оно нашло поддержку, но есть вопросы. Поэтому мы предлагаем, чтобы все-таки параллельно оставалось расчет прожиточного минимума по потребительской корзине, чтобы все-таки это все сравнивать. Если, как сказал и наш председатель, если будут какие-то понижающие или снижение гарантий трудящих, чтобы вернуться уже к проработанной системе. Но очень надеемся, что все-таки эта работа у нас будет идти. Ну и, конечно же, другие, в связи вот как раз с пандемией, новые подходы работы. Мы, если выезжали муниципальное образование, то сейчас уже будем проводить нашу работу в режиме ВКС. Я надеюсь, и сегодняшняя отчетно-выборная конференция показала, что наши профсоюзные активы готовы к этой работе. Но вот та ситуация, в которой мы все оказались, это пандемия, это удаленная работа, это дистанционная работа. Можно ли отметить рост обращений со стороны работников о нарушении их трудовых прав именно с переходом вот на такой режим работы? Ну, конечно же, как и раньше говорил, в начале, конечно же, было очень много вопросов, непонятностей. Сейчас более-менее это устаканилось. И наша разъяснительная работа, и разъяснительная работа органов исполнительной власти все-таки дошло до трудовых коллективов, и работодатель все-таки придерживается. Но есть попытки перевода, чтобы работники самостоятельно, уходили
в отпуск без содержания, без согласия работника такие, конечно же, приказы не принимаются. И мы, конечно же, стоим на защите. Буквально на днях тоже обсуждался такой вопрос. Вы знаете, что последний указ главы республики от рекомендательного характера перехода к термометрии уже это обязательное. Так что на нас возложен общественный контроль, соблюдение работодателями таких вопросов. Николай Николаевич, вам уже второй раз доверили возглавлять Федерацию профсоюзов республики. Скажите, что для вас значит это доверие? Ну, прежде всего, это, конечно, очень большая ответственность представлять такую серьезную организацию, как Федерация профсоюзов, представлять интересы трудящихся членов профсоюза, поэтому это ответственность. Ну и, конечно же, я сегодня также говорил о том, что в планах нашей дальнейшей работы, я думаю, что мы будем защищать интересы наших членов профсоюза. Николай Николаевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Об итогах пятилетней работы Федерации профсоюзов Якутии и задачах на будущее мы говорили с председателем Федерации профсоюзов республики Николаем Дегтяревым. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.